Штабная тренировка состоялась по 3 аварийным ситуациям. Задача первой – приведение в готовность системы гражданской обороны Якутской ГРЭС при переводе с мирного на военное время. Условная авария – загрязнение воздуха техногенными веществами. После объявления эвакуации сотрудники организации были эвакуированы в подземное убежище. Бункер состоит из 8 помещений. Это санузлы, кладовые с провизией, водой и топливными генераторами. 2 больших помещения с двухъярусными койками и сердце убежища – это камеры фильтров воздуха. Фильтровентиляционная система имеет у нас 2 уровня очистки. Это регенерационные патроны находятся, которые очищают воздух от вредных химических веществ. И так называемый ФПУ. Эти фильтра очищают уже от более опасной радиационной пыли. В бункере предназначена пища и ресурсы для пребывания более 200 человек на протяжении 2 суток. Во время эвакуации лаборанты производят сбор анализов на степень вредности загрязнения окружающей среды. Мы измеряем вот этот прибор. Здесь находятся индикаторные трубочки, которыми мы измеряем газы. То есть мы методом прокачки. Здесь уровень. То есть это мы делаем. Потом собираем почву, воду для анализов радиационной и химической зараженности. Также экспресс-тесты у нас. Быстренько определить концентрацию железа или каких-то веществ в воде. Потом эти все данные даются руководителю звена и передаются в уже вышестоящий орган. Вторая история обучения. Условно специалист упал с высотного объекта. Объект называется «Градильня». Сразу же поспевает команда спасателей. Его эвакуируют и отводят к медикам. А это учение выявляет готовность нештатных формирований гражданской обороны и знание функциональных обязанностей личного состава, а также проверку содержания запасов медицинских и иных средств. Ежегодно условные ситуации учений меняются. Опытные специалисты вводят в курс практических действий новый персонал. В случае чрезвычайной ситуации все должны действовать по четким регламентам. За всю практику Якутской ГРЭС, конечно, на практике нам не приходилось пользоваться защитным сооружением гражданской обороны. Я надеюсь, нам никогда не придется. Но мы обязаны поддерживать его в боевой готовности, в состоянии эксплуатационной готовности. Поэтому мы это делаем, отрабатываем. И если вдруг возникнет такая необходимость, чтобы мы были готовы ко всему. Энергосистема Якутии обладает самым большим в стране количеством дизельных электростанций – 152 объекта. Энергетики работают в сложнейших природно-климатических условиях. Почти вся республика лежит в зоне вечной мерзлоты, толщина которой местами достигает 500 и более метров. А амплитуда колебаний температуры превышает 100 градусов. Зимой воздух охлаждается до минус 60, а летом нагревается до плюс 40. Именно поэтому к подобным учениям энергетики подходят особенно ответственно. Марферина Алексеева, Джулстан Накентьев, Якутск.